эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. России удалось избежать экономического кризиса и сохранить политическую систему. К таким выводам пришел премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей статье «Россия-2024. Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Мы предотвратили развертывание макроэкономического и особенно финансового кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Еще важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса, констатировал глава правительства, анализируя текущую ситуацию и главные задачи на предстоящий период. Якутия является центром развития современных технологий на Дальнем Востоке. Об этом сказал руководитель региона Айсен Николаев на пресс-конференции в рамках форума современной журналистики «Вся Россия» в Сочи. По его словам, республика обладает уникальными компетенциями в части реализации цифровых стартапов. А перед якутскими компаниями, которые работают на мировом рынке, стоит задача. В течение 5 лет должны появиться компании с капитализацией более $1 миллиарда США. Кроме того, до конца года в столице республики откроют IT-парк. В дальнейшем мы планируем, что уже в этом году мы все-таки сможем выйти на ряд соглашений и в городе, не только в городе Якутске, но и в других регионах нашей республики, в частности, вот в Мирнинском районе у нас могут появиться новые дата-центры. Ряд инвесторов зарубежных проявляет очень большой интерес к нашей территории из-за того, что у нас зимний период, большие минусовые температуры, и можно как раз для естественного охлаждения, для охлаждения употреблять не кондиционеры очень мощные, на которые идет огромная трата электричества, а как раз естественный холод. Минус 50 – это все-таки минус 50. Да? Далее мы, конечно же, сегодня очень активно занимаемся цифровизацией республики в части проведения оптоволокна. И здесь мы очень плотно работаем с Ростелекомом. Последние месяцы Ростелеком очень активно идет по республике. В ближайшие месяцы мы полностью должны закрыть Вилюйскую зону, где проживает значительное количество людей, и оптоволокна еще не было. Ну и в дальнейшем уже будем покрывать уже не только районные центры, но и уже вплоть до маленьких деревень. И у нас как раз с Министерством цифровизации республики есть проект по цифровому селу. То есть полностью, чтобы все село мы как раз сделать цифровым, начиная от банковского обслуживания, заканчивая уже вопросами предоставления тех или иных услуг в муниципальных, государственных цифровом виде. Начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» намечено на конец 2019 года. Налоговые отчисления от проекта ощутимо повлияют на республиканский бюджет. Об этом также на пресс-конференции в Сочи рассказал глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что Якутия и «Газпром» в скором времени переподпишут контракт об участии в социально-экономическом развитии республики. Средняя ипотечная ставка существенно снизится за счет рефинансирования в течение этого года. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заверил президента России Владимира Путина на рабочей встрече. Каждый год примерно 15–20% старого ипотечного портфеля рефинансируется по новым ставкам. Поэтому думаю, что в конце концов в течение года, наверное, мы существенно снизим среднюю ставку по ипотеке за счет снижения таких пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам. Сказал Греф и отметил, что средняя ставка ипотечного кредитования в Сбербанке сейчас составляет менее 10%. Эльгауголь демонстрирует рост по всем производственным показателям с начала этого года. За 9 месяцев работники компании добыли порядка 3,9 миллионов тонн угля, что на 28% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Отмечен рост по вскрышным работам. Объем вывезенной горной массы составил около 8 миллионов кубических метров, что больше, чем годом ранее на 12%. Также удалось сохранить позитивную динамику в переработке угля. 1,9 миллион тонн, рост составил 17%. Отгрузка готовой продукции составила 2,7 миллионов тонн, увеличившись на 36,2%. Мы продолжаем сохранять хороший рабочий темп с начала года. Это показатель работы всего коллектива компании. Проект развивается в соответствии с планами и теми задачами, которые перед нами были поставлены. Будем стараться не сбавлять оборотов и далее демонстрируя уверенный рост, отметил управляющий директор «Эльгауголь» Иван Цыпков.
Дочка компании «Алроса» Алмазы Анабара добыла крупный алмаз массой 28,59 карата глубокого зеленовато-желтого оттенка. По итогам оценки цвет камня определен как редкий Fancy Intense Yellow. На сегодняшний день это самый крупный из всех желтых алмазов, добытых на месторождениях «Алроса» с начала этого года. Алмаз обнаружен в июле на рассыпном месторождении Эбелях в Инабарском районе Якутии. Добытый камень – наша новая уникальная находка. Фантазийные оттенки встречаются в природе крайне редко. Нынешний камень уникален еще и тем, что природа будто подготовила его для огранки и заранее придала ему грушевидную форму. Нам еще предстоит изучить алмаз и принять решение либо о его реализации, либо о самостоятельной огранке. Однако уже сейчас можно сказать, что это достойный экземпляр для пополнения нашей коллекции цветных бриллиантов, рассказал член правления, директор единой сбытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. Полис ОСАГО подорожает с 1 сентября 2019 года. Минфин России внес окончательные правки в законопроект об ОСАГО. Документ, подготовленный ведомством, уже внесен на рассмотрение в правительство. Так, с 1 сентября следующего года страховщикам разрешается устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов. С 1 сентября 2020 года позволяется варьировать цену в пределах уже 40% в обе стороны. Максимальная цена страховки при этом не должна превышать верхний порог базового тарифа. На цену ОСАГО влияние окажет ряд показателей для каждого конкретного водителя. При ее формировании учтут частоту нарушений правил, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования машины. Рынок акций России открылся в среду умеренным ростом большинства рублевых цен на фоне наметившейся коррекции мировых фондовых площадок после снижения. Индекс Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3%. Также выросли до новых максимумов акции «Газпромнефти» и бумаги «Северстали», «Норникеля» и «Алроса». Курс иностранной валюты демонстрирует снижение. Так, по данным Центробанка, на 10 октября курс доллара составляет 66 рублей 40 копеек, курс евро 76 рублей 21 копейку. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.